Русская поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века, Анна Андреевна Ахматова. Родилась я в один год с Чарли Чаплином, Крейцеровой сонатой Толстого и Эйфелевой башней, писала о себе Анна Ахматова. Она стала свидетелем смены эпох, пережила 2 мировые войны, революцию и блокаду Ленинграда. Свое первое стихотворение написала в 11 лет, и с тех пор и до конца жизни она не переставала заниматься поэзией. Анна Ахматова родилась в 1889 году под Одессой в семье потомственного дворянина Андрея Горенко. Отец боялся, что поэтические увлечения дочери опозорят фамилию, поэтому еще в юном возрасте будущая поэтесса взяла себе творческий псевдоним Ахматова. Училась Анна Ахматова в Царскосельской женской гимназии, затем переехала в Киев, где окончила Фундуклеевскую гимназию. В Киеве Анна Ахматова переписывается с Николаем Гумилевым. Историю их любви трудно назвать красивой или романтичной. Она принесла много боли и страданий обеим сторонам. Николай Гумилев трижды получал отказ от Анны Ахматовой, но продолжал посвящать ей свои лучшие стихи. И когда, наконец, он добился руки возлюбленной, жизнь, которая должна была превратиться в сказку, рассыпалась, словно карточный домик. Но, несмотря на трагизм их отношений, союз Гумилева и Ахматовой интересен слиянием судеб 2 гениальных поэтов. Поженились они в 1910 году, и от этого брака у них появился сын Лев Гумилев, который в будущем стал ученым. В начале своего творчества Анна Ахматова пошла путем акмеизма, представляла новое литературное течение, которое противостояло символизму XIX века. Ахматова вместе с Гумилевым, Мандельштамом и другими поэтами провозглашала культ конкретности, материальность, вещественность литературных образов. В тот период она писала много стихов и быстро стала популярной в поэтических кругах. Первую известность поэтессе принесло выступление в литературном кабаре «Бродячая собака». В 1912 году вышел первый сборник стихотворений Ахматовой «Вечер». Литературная публика восприняла его с большим интересом. Спустя 2 года вышел второй сборник «Четки», и Анна Ахматова стала популярной. Брак Ахматовой и Гумилева распался в августе 1918 года. Но даже после разрыва отношений с Гумилевым Ахматова мысленно продолжает вести с ним споры и в 1921 году посвящает ему стихотворение «А ты думал, я тоже такая». Анна Ахматова, а ты думал, я тоже такая? А ты думал, я тоже такая, что можно забыть меня, и что брошусь, моля и рыдая, под копыта гнедого коня? Или стану просить у знахарок в новогодней воде порошок, и пришлю тебе странный подарок, мой заветный душистый платок. Будь же проклят, ни стоном, ни взглядом окаянной души не коснусь, но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь. И ночей наших пламенным чадом я к тебе никогда не вернусь. Поэтесса вышла замуж за Владимира Шилейко, а в 21 году Гумилева арестовали, а затем расстреляли. После развода с Шилейко поэтесса впервые официально получила фамилию Ахматова. Ранее в ее документах значились фамилии мужей. В 1922 году стала женой искусствоведа Николая Пунина, однако их брак не был зарегистрирован. С середины 20-х годов новые стихи Ахматовой перестали печатать, а старые не переиздавали. Ахматова писала: «Такой судьбы не было еще ни у одного поколения». В 30-е годы был арестован Николай Пунин, дважды арестован Лев Гумилев. В 1938 году его приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. О чувствах жен и матерей, врагов народа, жертв репрессий 30-х годов Ахматова позже написала одно из своих знаменитых произведений – автобиографическую поэму «Реквием».
Анна Ахматова, «Реквием», отрывок из поэмы. Это было, когда улыбался, только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозной пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, в сын тюрьме, а помолитесь обо мне. 1939 год. Поэтессу приняли в Союз советских писателей. Перед войной вышел 6-й сборник Ахматовой из 6 книг. Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде, писала поэтесса в воспоминаниях. Ахматову эвакуировали сначала в Москву, затем в Ташкент. Там она выступала в госпиталях, читала стихи раненым солдатам и жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. В северную столицу поэтесса смогла вернуться лишь в 1944 году. Анна Ахматова не с теми я, кто бросил землю. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Их грубой песни я не в землю, им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке каждой оправдан будет каждый час. Но нет в мире людей бесслезнее, надменнее и проще нас. В 1946 году было вынесено специальное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» за предоставление литературной трибуны для безыдейных, идеологически вредных произведений. Оно касалось 2 советских писателей – Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Их обоих исключили из Союза писателей. Я не переставала писать стихи. Для меня в них связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных, писала Анна Ахматова. Анна Ахматова, тост. За эти пламенные зари, за первый день твой месяц май, за тех, кто в воздухе и в море родимый охраняет край, за то, что в советской школе звенели голоса детей, за вновь распаханное поле, за наших доблестных друзей, за целость драгоценных сходов, великих мыслей и трудов, за то, что воля всех народов сковала происки врагов. В 1962 году поэтесса завершила работу над поэмой «Без героя», которую она писала в течение 22 лет. В этой поэме Ахматова вспоминала и размышляла об эпохе, которую она застала. Только в 60-е годы творчество Ахматовой получило широкое признание. Поэтесса стала номинантом на Нобелевскую премию, получила литературную премию Эдна Таармина в Италии. Оксфордский университет присвоил Ахматовой степень почетного доктора литературы. Анна Ахматова – поэтесса, покорившая весь мир своим творчеством. Женщина, ставшая символом эпохи. Она внесла большой вклад в развитие русской поэзии. Сборники стихов, поэмы, драмы, автобиографии, мемуары, историко-литературные очерки. Ее творческое наследие трудно переоценить. Ведь это женщина, оставившая вечный след в истории мировой художественной культуры. Поэтому Анна Ахматова будет жить вечно в своих стихах, в каждой букве, в каждом слове написано.